Я хочу поздравить вас с праздником, который в этом году 75 лет Победы. Этот праздник все люди встречают, потому что у многих воевали братья, мужья, сестры. Почти в каждой семье есть у нас герои. Я хочу рассказать о моем брате, который тоже принимал участие в этой войне. Алборов Шалва Георгиевич. Прямо из школы его забрали на войну. Он из Новороссийска до Берлина 5 лет воевал. Вот. Я еще хочу вас поздравить с праздником. Хочу вам пожелать счастья, здоровья, мирного неба, чтобы никогда не было войны. Дорогие мои друзья, хочу вам рассказать стихотворение, которое называется «Путник в шинели». Мальчишка по привычке по утрам шел за село к высокой старой ели. Он ждал не писем и не телеграмм. Солдата ждал он в боевой шинели. Не отводил он от прохожих глаз. С тоской он смотрел в степные дали. И у прохожих спрашивал не раз: «А папу моего вы не встречали?» И отвечал прохожий: «Нет, дружок, да и не всех усмотришь-то в сражении». И, опершись рукой об батажок, спешил к себе в соседнее селение. Но в этот раз, свернувшись с большака, спускаясь к речке по холму крутому и припадая на ногу слегка, шел человек к Васяткиному дому. Остановил он этого бойца, спросил: «Скажи скорей, прохожий, ты не встречал ли моего отца? По карточке он на тебя похожий». «Нет, не встречал». «А чей ты будешь сам?» «Я внук Степановны». Столпились в круг ребята, и показались слезы на глазах внезапно у бывалого солдата. «Ты внук Степановны? Так значит мой». Васятка, ненаглядный соколенок, и на руках понес его домой, и всхлипывал от радости ребенок. Да и теперь Василий за село нередко ходит к той знакомой ели, и вновь на сердце у него тепло, когда он видит путника в шинели.